Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, исәнмесез, это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, хамин татарча үйренем. Сәлем, дуслар, мин Эльза, мин татарча үйрәтәм. Эльза, что сегодня будем изучать? Какую тему? Айнур, сегодня мы научимся говорить на татарском вежливо. Мы изучим лексику вежливую, и также я подскажу, как построить предложение так, чтобы ваша речь или ваша просьба звучала приятно. Подожди, а то есть я вообще, разве можно по-татарски звучать невежливо? Ну, кто-то умудряется, видимо, потому что есть отдельные слова. А вот можно сразу же, начать с фразы говорить вежливо. Ягымлы итеп сөйләшергә. Ягымлы. Ягымлы – это значит вежливый, приятный. А также говорят әдәпле итеп сөйләшергә. Әдәп, наверное, это похоже на слово этика, этичный, так скажем, да? То есть это свод каких-то правил, правильные манеры. И поэтому человека вежливого, воспитанного на татарском языке называют әдәпле кеше. Слушай, я вот когда в детстве себя вел плохо, мне на ней говорила әдәпсіз. Да. Получается, она говорила, ты невежливый или как? Ну, получается, ты без правильных... Не привили тебе правильные манеры, правильное поведение, так скажем. Это можно интерпретировать как невоспитанный, невежливый, әдәпсіз, так говорят. А что касается отдельных фраз или слов вежливости, можно упомянуть, конечно же, благодарность, слово благодарность. Когда мы благодарим, мы говорим татарча рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. А в ответ на рахмет мы говорим «зурус». Да? «Зурус». Но если человек уже взрослый, «зурус» — это значит расти большим. Но так чаще всего говорят маленьким детям. Потому что все дети, они быстрее хотят стать взрослыми, большими. Да? Поэтому им говорят «зурус». А другим, тем, кто повзрослее, можно пожелать просто различные пожелания в ответ на рахмет. Например, «сау бол», «исән бол», «бәхетле бол» и так далее. То есть любые пожелания. «Сау бол» — это значит «будь здоров», а также мы прощаемся «сау бол», да? «Исән бол» — «будь тоже здоровым», в здравии, так скажем, да, «исән». И «бәхетле бол» — «будь счастлив». Меня вообще этот вопрос... Что сказать на рахмет? Один момент очень поставил в тупиковую ситуацию. Я был на универсиаде в Казани, и так как я был единственный там татар из группы, меня все спрашивали, а как сказать, мы говорим рахмет, что должно быть в ответ? Или нам говорят рахмет, и мне приходил только зурус. И все русские говорили «зурус», «зурус». Ну, понятно, «зурус». Просто, наверное, тогда татарский у тебя был связан больше с детством, с домом, да, и тебе так и говорили, мы это и запоминаем, то, что нам говорили с детства. А вообще еще можно ответить «сиңа рахмет», «узиңе рахмет», «тебе спасибо», да, таким образом тоже отвечают. И, любые пожелания, как я и сказала. Потом, если вас с кем-то познакомили или вы сами познакомились, мы говорим «мин биг шот». Я очень рад. «Мин биг шот». «Шот» — это рад. Если мы возьмем имя Ильшат, и если вы знакомитесь с Ильшатом, да, ты говоришь «мин Айнур». Он говорит «мин Ильшат». Ты говоришь «мин биг шот». Он говорит «мин да биг шот». Вот такой у вас диалог может получиться. И он будет корректным, кстати. Кстати, у меня есть друг Рашат. Я тоже, когда с ним говорю, все время шот. Рашата тоже. Гульшат табулала. И вообще не только... Ришат, Гульшат, Ильшат. Не только эти имена. То есть с любыми людьми эта фраза работает. Мин биг шот. Я очень рад. То есть не обязательно, чтобы имя было в рифму слову шат, любое подойдет. Все. Нет, конечно же. Если у нас есть какая-то просьба, да, то мы говорим «зинхар эшен». «Зинхар эшен». Пожалуйста. Эльза, у меня сразу вопрос. Да, я знаю, что мы говорим «зинхар эшен». Это как бы дословно переводится «для». «Эшен» — это «для», а «зинхар» — это, не знаю, как дословно можно перевести, но можно ли говорить просто коротко «зинхар»? Эльза, «зинхар» тәрҗемә ит.
Типа, Эльза, пожалуйста, переведи. Можно. Окей. Можно. Зинхар такой короткий вариант. То есть, ну, вообще полный вариант это зинхар эшен. Кстати, у нас есть окончание, просто обычное окончание, которое заменяет фразу зинхар эшен. Это окончание щ и щ для глаголов в побудительном наклонении. Что такое побудительное наклонение? Давайте вспомним грамматику любого языка. То есть это какой-то приказ. Сделай, купи, нажми. Сделай, купи, нажми, заплати. Принеси, получается, это вот глагол в побудительном наклонении. Но в зависимости от интонации, например, в русском языке или в других языках, это может звучать как просьба или может звучать как, ну, действительно приказ, да? Встань, иди, амбашка. А вот татарща мы можем добавить окончание щ, бир, бирще, киль, кильще, ол, щ. И наш приказ, наш приказный тон, да, он сразу заменяется таким вежливым тоном, так скажем. Вежливый тон превращается в вежливый тон. И заменяет слово зинхар эшен. Если ты говоришь зинхар эшен бир или просто бирще, то можно сказать, что это почти одно и то же. То есть бирще. И потом вместо бирще можно еще использовать отдельное слово «эле». Мы, наверное, слышали многие. «Бир-эле», «киль-эле», «бор-эле». Можно я сразу вставлю вот все, что ты сказала, это я выучил благодаря песням. Я же люблю здесь рассказывать, что я выучил благодаря песням. Зинхарышин. Отлично конструкции учатся с песней Зинхарышин. Вот эта вот песня. Запоминайте. Вторая. А вот эту вот конструкцию чаще я выучил благодаря песне Венеры Ганиевой «Койче сюимбике». Знаешь эту песню? «Койче зинхар сюимбике». Знаю. И вот там получается и «Койче», и «Зинхар». Это так можно? И кесида. Ну, это одно другому не мешает. Можно. Окей. И третье вот «Эле». Благодаря песне я выучил «Утар эле йонарама». Это тоже получается. Если бы мы пели просто «Утар янарма», это уже, ну, то есть это уже что-то пожестче, может быть, даже. Вот. А тут смягчает, получается, интонацию. Эльза, а нету ли вот еще у «эле» пренебрежительного характера? Типа говорят же, типа «китале». Это будто бы не звучит как «зинхаришин кит», типа. Да. Все зависит от вашей интонации. То есть здесь обязательно эмоции, интонации нужно включить, и будет понятно. То есть это просьба ли это, или это, как ты сказал, или это такое пренебрежительное, да, отношение. Иди-ка отсюда. Киляли. Интонация отличается. Киталиманнан. То есть отличается, да, интонация. И отсюда понятно, что от вас хотят или, наоборот, не хотят. Так, если сейчас вспомнить еще пару вежливых фраз, словосочетания, то обязательно нужно, конечно же, упомянуть «рахим итигес». «Рахим итигес». «Рахим итигес» — это значит «добро пожаловать». «Рахим итигес». А если мы хотим попросить прощения, то говорим «гафу итигес» или «гафу ит», или просто «гафу». Вот, получается, мы можем говорить «гафу итигес» «гафу», а «рахим итигес» «рахим» мы не можем говорить, правильно? Нет, потому что «рахим» — это уже прилагательное. Дальше идем. Можно упомянуть еще вежливые обращения, да, к разным людям. Например, к взрослым. Татары любят использовать слово «опа» и «обы» по отношению к взрослым. То есть мы берем любое имя ваших родственников, знакомых, соседей или вообще незнакомых людей, но вы к ним хотите обратиться вежливо. Например, «Камиль обый», дядя Камиль, получается. Или, то есть, кстати, этот вариант можно использовать ко всем взрослым. Ко всем. То есть, если даже человек старше на год, на 2, на 3 и, там, не знаю, на 25 лет. Вот. Ну, принято, например, если большая разница в возрасте, то принято вот обращаться на «опа», «обый». Если это близкие люди, да, или вы хотите, чтобы эти люди стали вам ближе. Ну, уважительное обращение, получается, типа мистер, сэр, типа там... Да, это, наоборот, уважительное отношение, но это как будто вот человек свой.
Но если мы хотим мистер сэр, то у нас есть слово эфенди. Эфенди. И что касается женского пола, да, то здесь у нас есть два варианта. Туташ для незамужних. Например, у нас туташ. А для замужних уже вариант со словом ханым. Ойгель ханым. Ага, это как миссис и мисс, типа? Эйе. Да. А если, смотри, женщина разведется, она снова туташ? Нет. Скорее всего, нет. То есть, конечно, здесь лингвокультурология, так скажем, умалчивает эту версию, но туташ — это молодая девушка скорее, чем вот... то есть ханом ты можешь стать в любой момент, а обратного пути уже нету. Никогда не замуж не выходившая бабушка не будет туташ. Например, ей 70 лет, она никогда не выходила замуж, она не туташ. Или туташ. Ну вот я не встречала такого варианта. Скорее всего, нет. Там, видимо, возрастные ограничения тоже какие-то есть. Да, будто б есть, да. Вот я просто тоже чувствую из опыта использования туташ, что к взрослым не обращают, ну, там, сильно взрослым, а какой-то такой, больше к девушкам. Угу. А хоном я могу назвать вот бабушку, которая никогда не выходила замуж? Можно, да. То есть такой вариант. Туташ — это больше про юность, наверное, про молодость. Вот такой. Окей, спасибо. Рахмет. Угу. Зурус. Зурус, бехетлебел, совул. И дальше по списку, да? Знаешь, когда говорят «зур-ус 100 килограммла егетке», я думаю, ну куда еще? Хватит, спасибо. Да, ну, это подчеркните, выберите свой вариант. Вот. Дальше мы уже упоминали, да, просьбу. Есть еще, оказывается, такой вариант, как «не мог бы ты», да, или «не могла бы ты». «Бире olmazsın iken», «Киле olmazsın iken». «Не мог бы ты прийти», «не мог бы ты дать». То есть это тоже вежливый вариант, да? Это намного приятно звучит, нежели «дай», «пойди», «уйди» и так далее, да? То есть вот такое немножко с сомнением. А еще есть вариант «я бы был рад, если бы», да? «Килсең шат булыр идем, безнең бәйрәмгә катнашсаң, шәп булыр иде» или «шат булыр идем». И еще есть такие слова, как «мөмкинме», «ярыма», «просьба». То есть можно, «могу ли я», да? Эти слова помнят все учащиеся школ Татарстана, наверное, кто изучал татарский язык как предмет в школе, да? Потому что когда мы заходили в класс, в кабинет, если мы опаздывали, то мы спрашивали «ярыма», «крырге ярыма» или «крырге мөмкинме». То есть мөмкин — это более такой литературный вариант, а ярыма более распространенный. И вам отвечали яры или мөмкин. Эльза, вообще хочу сказать, что для меня вот мөмкин звучит как возможно ли, и в принципе мөмкин такое слово, которое есть во всех тюркских языках, и когда приходишь в магазин, можно просто показать и сказать там мөмкин, и почти все тюрки поймут. И, по-моему, даже это в других языках есть, типа в арабских, если не ошибаюсь. Я, по-моему, даже какой-то рилс видел, где сравнивают там, типа, арабский, турецкий, что-то и вроде и мөмкин, и там есть. Могу ошибаться, но мөмкин вот в Турции, в Казахстане, везде, в Кыргызстане будто бы понимают. Да-да-да, такая универсальная фраза. В принципе, вот то, что мы перечислили, мне кажется, если использовать эти слова, выражения в своей речи, в своем письме, то оно будет звучать вежливым, ягымлы һәм әдәпле. Ну, Айнур, я думаю, на этом на сегодня все. Больше материала вы сможете найти на сайте нашего проекта Эйда онлайн. А также во всех наших социальных сетях ищите Эйда онлайн. Мы есть везде. Изучайте татарский вместе с нами. С вами были ведущие подкаста Эльза һәм Айнур. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Рәхмәт. Сау булыгыз. Эйда подкаст. Учим татарский.